В обсуждении законопроекта о республиканском бюджете Абхазии на 2020 год больше всего вопросов у парламентариев возникло в части общегосударственных расходов, которые в 2020 году планируется увеличить на 338 миллионов рублей. Министр финансов объяснил, с чем это связано. Наибольшую долю увеличения данного раздела занимает увеличение заработной платы, софинансирование отдельных категорий бюджетников, которое происходит у нас в рамках межправительственного соглашения с Российской Федерацией. Речь идет о том, что данные суммы предусмотрены в этом разделе. До того момента, пока не будут подписаны соответствующие протоколы, определяющие направления и суммы расходования этих средств, соответственно, далее эти суммы будут распределены по тем сферам, а именно здравоохранение, культура, образование и социальная политика, сотрудники, так скажем, которых и получат это увеличение. Причиной сокращения на 925 миллионов рублей финансирования национальной экономики, по словам Джансу Хананба, является сокращение финансовой помощи в рамках Российской инвестиционной программы, объем которой в следующем году составит 1,5 миллиарда рублей. Дело в том, что 2019 год изначально предусматривает инвестиционную программу, которая состоит из переходящих остатков, которые остались на конец 2018 года, и той суммы, которая была запланирована на 2019 год. Именно поэтому и объясняется столь существенная разница в данном разделе. Ну и еще одной очень существенной статьей расходов в данном разделе является, так скажем, дополнительная финансовая помощь, которая была выделена в 2019 году на приобретение автобусов, специализированной техники для уборки мусора и машин скорой помощи. В процессе обсуждения проекта закона о бюджете у народных избранников было немало вопросов по поводу сокращения общегосударственных расходов в 2020 году в сфере здравоохранения и социальной политики. Джансу Хананба пояснил, почему изменились размеры финансирования в социально значимом направлении деятельности государства. Ни о каком сокращении сферы здравоохранения в целом по нашей республике не идет. Наоборот, я хотел бы отметить, что государственные целевые программы по здравоохранению в этом году уже приняты, и в общей сложности на них планируется потратить на 33 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Сокращение, которое мы видим по итоговым цифрам, заключается, опять же, в выпадении внешней финансовой помощи, а именно 50 миллионов рублей, которые были специально выделены в 2019 году на погашение задолженности Министерства здравоохранения, накопившейся на 1 января 2019 года. Что касается гарантированных государством социальных выплат, то в следующем году размер некоторых пособий отдельных категорий граждан не уменьшился, а наоборот возрос. Здесь тоже речь идет о том, что на 51 миллион в 2019 году в виде единоразовой, единовременной выплаты, связанной с 25-летним юбилеем победы Отечественной войны народа Абхазии, по решению правительства были осуществлены выплаты за счет внешней финансовой помощи. На 2020 год, безусловно, таких выплат уже не предусматривается, но стоит отметить, что у нас помимо увеличения объем финансирования по отдельным категориям инвалидов, в том числе сумма предусматривается на ежемесячные выплаты инвалидам первой группы Отечественной войны. Также у нас появилась новая категория – это пособие участникам афганской войны. Все эти суммы предусмотрены и, безусловно, будут выплачены, так как это нормативно-публичные обязательства, которые имеют наивысший приоритет в расходной части бюджета. Министр финансов также отметил, что в рамках исполнения указа президента об утверждении новой структуры Кабинета министров, а также необходимости оптимизации штатной численности центральных органов госуправления, до завершения текущего года все органы должны представить свои проекты с учетом оптимизации численности штатов не менее чем на 15%. Саиджар Саля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.